звучит классическая музыка. Так гостей встречает оркестр Крымско-татарского театра. В зале очередной аншлаг. Теперь этот же оркестр в полном составе играет на сцене. Национальному театру крымских татар почти 120 лет. В его становлении большую роль сыграли такие руководители, как Дилявер Бекеров, Ильяс Бахшиш, Белял Белялов. Но в этот вечер отмечают 30-летний юбилей возрождения после полувекового трагического перерыва. Значение Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра в Крыму, в Республике Крым, очень сложно переоценить. Это уникальный театр с уникальным коллективом, репертуарной политикой, слаженностью, дружностью коллектива. То, как мы видим, сколько постановок, какие аншлаги, говорит о том, что театр всегда будет востребован. Театр сегодня очень хорошо работает. Буквально за последние 3 года количество новых пьес, спектаклей значительно увеличилось. Среди гостей ценители искусства и верные зрители. Руслан Сакаев раз в месяц обязательно посещает любимый театр. Помнит, каким это здание было 30 лет назад. В 90-е годы театр был другим внутри. Были другие кресла, другие артисты. Сейчас зал изменился. Наш театр развивается. Вместе с ним развивается и наш народ. А вот Рифат Сейтаблаев в возрожденном театре с первых дней его существования. Сегодня наш театр выполняет очень много функций. Воспитывает, восстанавливает культуру, радует и, самое главное, сохраняет наш язык, говорит актер. Я всегда горд и благодарен за то, что у меня есть возможность служить своему народу, работая в Национальном театре. Для меня это большая честь. И вот за столько лет непрерывной службы Рифат Сейтаблаев и балетмейстер Алим Белялов удостоились почетного звания «Заслуженный артист Республики Крым». Приятно, отрадно то, что в год театра вот так совпало. Мы празднуем юбилей нашего прекрасного театра с момента возрождения. И для нас, конечно, театр, все-таки культура, образование, наука – это вот те столпы, на котором держится любой народ. Не было бы легендарного возвращения в Крым, если бы не Крымско-татарский театр, убеждает председатель Госкомнадзора Альберт Кангиев. Народ, который хотели уничтожить, нашел в себе силы вернуться на свою родину. И в первую очередь благодаря тем людям, которые служат театру, которые служат искусству. Их предшественники, они сами и их последователи, я больше чем убежден, будут творить, сохранять и развивать нашу культуру и язык. И все, что связано с культурой крымско-татарского народа. Единственный в мире крымско-татарский театр гастролирует, покоряет родного иностранного зрителя, непрерывно пополняет сокровищницу наград. Сегодня кораблем сценического искусства руководит Меджидия Мильгазиева. Сегодня наш театр живет, в нем проходят такие торжественные мероприятия. Иншаллах, в будущем наш театр выйдет на более высокий уровень. Теплые слова пожеланий, благодарственные письма, цветы и подарки – свидетельство тому, что один на весь мир крымско-татарский театр – гордость целого народа, который следует по правильному пути. Телеканал «Миллет» присоединяется к поздравлениям и желает дальнейшего процветания нашим соотечественникам. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет».